В эфире Абхазского телевидения субботний выпуск новостей с Авшала. И сегодня с вами я, Гугут Савардания. Здравствуйте. Сегодня в выпуске репортаж об инспекционной поездке на место расположения скважин, сформированных во время геологоразведки в 60-70-х годах прошлого столетия. 3 июня для всех выпускников Абхазии прозвенел последний звонок. Об одном из них я не могу вам не рассказать. Какова судьба железнодорожных станций Абхазии? Планы руководства АЖД. В каком состоянии сегодня скважины, которые были пробурены в советской Абхазии в 60-70-х годах прошлого столетия? По инициативе руководства компании Апсне Ойл на место расположения нескольких законсервированных скважин выехали специалисты во главе с руководителем Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Савелием Четанава, а вместе с ними и наша съемочная группа. В 60-70-х годах прошлого века на территории Абхазской АССР начались геолого-разведывательные работы, целью которых был поиск мест возможного залегания нефтяных месторождений. Бурение поисковых скважин продолжалось в Советской Абхазии вплоть до 90-х годов. Практически все разведывательные скважины были законсервированы либо ликвидированы, а сохранившаяся документация об итогах этих изысканий не дает полной информации о том, есть ли в Абхазии промышленные объемы нефти и газа. С тех пор интерес к этим скважинам возникал периодически и также стихийно угасал. К сожалению, такой подход негативно сказался на состоянии этих сложных объектов, требующих систематического наблюдения за их техническим состоянием и целого ряда мер по обеспечению их экологической безопасности. В соответствии с частью 3 статьи 14 Закона Республики Абхазия о недрах 16 мая 2014 года Государственным управлением по геологии, геодезии и картографии Республики Абхазия компании Апсне Ойл была выдана лицензия номер 96 на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья. В соответствии с лицензионным соглашением на скважинах Очимчира-2, Очимчира-3, Очимчира-4, Окумская-1 и Окумская-2 компания Апсне Ойл должна за счет собственных средств поддерживать ликвидированные и законсервированные скважины в надлежащем техническом и безопасном для экологии состоянии. Реликвидация – это повторная ликвидация и консервирование скважин, которые были пробурены в 70-е годы. В силу того, что уже многие годы никаких действий здесь не производилось, защитные саркофаги разрушились, и все это нужно возобновить. Все это компания будет делать за свой счет в соответствии с условиями соглашения. Независимо от того, что работы по геологоразведке согласно лицензии не были возобновлены, компания готова в полной мере выполнять остальные возложенные на нее обязательства, подчеркнул Олег Лакоба. Работы по реликвидации поисковых скважин достаточно сложный и дорогостоящий процесс. Только подготовка проектной документации обойдется компании в миллионы рублей. Это достаточно дорогостоящее мероприятие, но это часть наших обязательств перед государством в комплексе и часть обязательств компании, которые прописаны в соглашении и в лицензии, которая нам выдана. Мы просто обязаны это сделать. Все вышеперечисленные работы будут проводиться под строгим контролем экологов, поэтому по инициативе руководства компании Апсне Ойл на место расположения нескольких законсервированных скважин выехали специалисты во главе с председателем Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Савелием Четанава. В начале инспекционной поездки комиссии были осмотрены скважины Очимчира-3 и Очимчира-4. Одна из них по причине изменения русла расположена на островке посреди реки. Данная скважина была пробурена в 70-х годах для поиска нефти и газа и сразу же была ликвидирована. В то время это была суша, берег. С годами землю подмыло, русло сместилось. И сейчас она получается у нас по центру реки, можно сказать, в аварийном состоянии. В рамках наших лицензионных обязательств мы планируем
подготовить проект на ее ликвидацию и привести ее в соответствие с требованиями безопасности. Ну, на данный момент она полностью герметична, визуально опасности не представляет, вот, но мероприятия по проведению соответствия с требованиями провести надо обязательно, чтобы в будущем не произошло никаких инцидентов. Работы усложняются тем, что прямой доступ к скважине Очимчира-3 закрыт. Однако, по словам специалистов, будет разработан проект мероприятий по расчистке участка русла реки и, возможно, берегоукреплению. Что касается второй скважины, которая расположена неподалеку, то она пока находится на суше и при весеннем паводке не подтопляется. Там только работы будут произведены с требования самого устья. Бетонная тумба будет восстановлена. Табличка, ограждение, чтобы случайно, потому что у нас природа побеждает, все зарастает, чтобы случайно никто ее не сбил, не снес, ничего не произошло. Почистим, оградим и восстановим рэпер на скважине с бетонной тумбой. Затем специалисты отправились на осмотр еще одной скважины – Очимчира-2. По словам Савелия Читанава, здесь также необходимо выполнить работы по восстановлению защитного саркофага, и экологи будут контролировать этот процесс. По истечении времени технологическое устройство по закрытию скважин пришли в негодность. На сегодня настало время, чтобы обезопасить эти скважины от нежелательных каких-то процессов в будущем. Надо произвести реконструкцию и по консервации, и по необходимой технологии. Это заливка бетонной подушки или бетонного саркофага с последующим выводом для контроля газоистечения. Мы с вами проходили, посмотрели там в русле реки скважина. Доступ к ней, как вы видели, ограничен. Соответственно, нам необходимо будет подготовить проект по доступу и последующей технологической обработке. Соответственно, вот этот проект будет представлен нам в экологию на экспертизу. Мы подвергнем экспертизе, и потом только они начнут под мониторингом или под надзором нашим. Это будет подконтрольно все. Все работы будут производиться в соответствии с разработанным проектом, согласованным с Госкомитетом по экологии и военизированной противофонтанной службой Министерства энергетики Российской Федерации, подчеркнул Олег Лакоба. К проектированию этих мероприятий будет привлечена российская организация проектная, которая имеет соответствующие компетенции и знания в этом вопросе. Также по регламенту здесь должны присутствовать специалисты военизированного противофонтанного отряда. Это такая российская организация, которая занимается охранными мероприятиями в случае каких-то ЧП на скважинах действующих или уже ликвидированных. Это необходимая мера безопасности, которую мы обязаны предпринять для того, чтобы избежать каких-то неожиданностей при проведении работ. Как подчеркнул Олег Лакоба, данный процесс необходимо было возобновить, потому что состояние ликвидированных и законсервированных скважин вызывает опасения у руководства компании, а обязательства по поддержанию их в надлежащем состоянии прописаны в лицензионном соглашении. Напомним, что лицензионная деятельность компании «Апснеойл» была приостановлена на время работы парламентской комиссии по вопросам экономической эффективности и экологической безопасности, геологической разведки и возможности добычи углеводородного сырья на территории Республики Абхазия. Мы решили начать с каких-то первоочередных мер, которые, на наш взгляд, сейчас просто необходимо произвести для того, чтобы избежать каких-то негативных последствий, которые могут произойти на законсервированных скважинах. По всем остальным вопросам, спорным, волнительным для общественности, мы будем, конечно, все это обсуждать и с представителями парламента, и с общественностью. По крайней мере, информация будет доступна. Работы по реликвидации скважин планируется начать после утверждения и согласования проекта с Государственным комитетом по экологии Республики Абхазия. Гугут Савардания, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.
3 июня для всех выпускников Абхазии прозвенел последний звонок. Многие из них уже определились в выборе будущей профессии. Кто-то из них уже стал студентом. Среди них студенты Абхазского государственного университета, МГИМО и даже Щепкинского театрального училища. С выбором профессии определился и выпускник средней столичной школы имени Юрия Воронова Александр Харибава. Александр Харибава – выпускник 3-й столичной школы имени Юрия Воронова. Он закончил школу в 16, так как пошел в 1 класс в 5 лет. Жажда знаний всегда тянула его к учебе. Скажи, пожалуйста, а какой вообще любимый предмет у тебя в школе был, вот пока ты учился? История Абхазии. История Абхазии, да? А вот какие исторические личности тебе больше всего нравятся из истории Абхазии? Кого бы ты выделил? Но конкретную личность не могу назвать, но период в истории, например, 19 мне больше всего нравится. 19 век, почему именно 19 век? Он насыщен событиями, интересен. Несмотря на то, что любимым предметом Александра была история, юноша собирается стать юристом, как его родители, и поступить в Абхазский государственный университет. Отца мальчика не стало после Отечественной войны народа Абхазии, а матери не стало 5 лет назад. Александр хорошо помнит, как мама, будучи юристом, ходила на работу, изучала законы и право. Мне это направление больше всего нравится. Знание законов своей страны, юридическая грамотность являются плюсом этой профессии, деятельности. А как ты до этого право изучал, законы, интересовался? Да, интересовался законами Конституции страны. Александр очень серьезный и скромный мальчик. На последний звонок он пришел с тетей, с которой уже живет на протяжении 5 лет. Нас свела судьба, говорит Кама Чамаго. Единственного сына женщины не стало несколько лет назад. С племянником Александром они всегда вместе. Если так я все время говорю, мы как-то с ним как редкий экземпляр. Если так сзади обернуться, то не хочется воспоминаний. Так в жизни случилось, что Бог соединил меня с этим ребенком. Мы не обижаем друг друга, мы понимаем друг друга. И все проблемы мы вместе решаем. А родители кем были? Мама была его юрист, и папа тоже. Они такие умницы были. Я сама... У меня ребенок тоже единственного сына я потеряла. Тоже такой умничка был. Как-то не повезло. Но так получилось, что с этим мальчиком связал нас Бог. И я все, что могу, буду делать. Вместе они преодолевают трудности, вместе готовились к последнему звонку. Сейчас готовятся к выпускным школьным экзаменам и к поступлению в университет. Мы думали, выбирали, куда пойти учиться. И он решил. Он сказал, я буду юристом. По стопам родителей. Да. А сейчас к экзаменам как готовитесь? Он способный мальчик, готовится, занимается. Школьная жизнь у нас уже закончилась. Дальше будем учиться, дальше будем готовиться. Впереди Александра ждут выпускные экзамены и поступление в АГУ. Удачи тебе, легкой сдачи экзаменов и успехов в учебе. Уцавардания, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Делегация из Абхазии отправилась в Москву для участия в программе Международного молодежного форума «Евразия Глобал», сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту. Сам форум пройдет с 8 по 14 июня в Оренбурге. Абхазия настолько удивительное место, что даже железнодорожные станции выглядят здесь как произведение искусства. Примеров много. Смотрите наш следующий репортаж.
Есть идея привлечь маленькие станции для работы туристических поездов, отметил помощник гендиректора АЖД Октай Хазириши. Сейчас курсирует один маршрут Туапсе-Гагра, который планируется продлить, чтобы он мог останавливаться в таких живописных местах, как Псырцха, Гума и Келасур. Этот проект уже находится в разработке. Формируется рабочая группа при участии Министерства экономики Абхазии и российских партнеров. Но есть много технических задач, которые следует решить. Российская сторона ставит вопрос о том, чтобы в местах отстоя поездов туристических были оборудованы соответствующие системы жизнеобеспечения поездов. А потом сразу стал вопрос о том, чтобы тяга этих пассажирских поездов туристических производилась посредством электровозов. Мы с учетом наших проблем в энергетической сфере, мы не совсем готовы к этим требованиям, возникающим в данной ситуации. Но у нас есть план мероприятий, мы работаем над этим вопросом, и в конечном итоге, я думаю, мы придем к тому, потому что это выгодно и российской стороне прежде всего, потому что это прежде всего сервис для российских туристов, ну и, соответственно, нашей стороне, чтобы вот эти вокзальные комплексы красивые, да, там в превосходной там архитектуре своей, которые были когда-то созданы, чтобы они заработали. На станции Келасур уже несколько лет движение поездов полностью отсутствует. Станция была заброшена после Отечественной войны народа Абхазии. Как и во многих подобных местах, природа пришла на смену человеку, окутав растительностью бордюры и колонны некогда восхитительного здания. Но даже при таком виде здесь сохранились следы ее былой красоты. Изящные арки, купола и прекрасная лепнина. Совсем недавно станцию очистили и убрали мусор, срезали лишние кусты и ветки деревьев. В обществе бытует мнение, что станцию взяли в аренду. Однако это не так. Нет, в Келасуре нет арендатора, да. Нет, арендует только станция Гума. Все остальное, может быть, есть какие-то намерения, но арендаторов не существует. И железнодорожная станция Псырцха заброшена после войны. Именно на ней когда-то сходили туристы, путешествовавшие в Новый Афон. Несмотря на то, что павильон Псырцха, как и платформа, находится в удручающем состоянии, на данный момент поезда продолжают эксплуатировать эту железнодорожную линию. Правда, они проходят мимо, не останавливаясь. Объектами историко-архитектурного наследия являются и Келасур, и Гума, и Псырцха, и Гагрибш. И к этому надо очень ответственно относиться. И если даже там возможны какие-то истории с арендами, то это уже, это, во-первых, мы можем только рекомендовать. Это решается на более высоком уровне, Министерство экономики, Кабмин. Очень высокие должны быть, критериям должны соответствовать арендаторы потенциально. В Гагре помимо одноименной главной станции расположены еще две платформы – Гагрибш и Абата. Вторая вписана в мост через Жиагварское ущелье между двумя тоннелями. И здесь поезда дальнего следования проходят без остановки. Около 250 самосвалов с различным мусором мы вывезли с платформы станции Гагрибш. Мы ее очистили от зарослей. На следующем этапе нам сейчас Минкультуры Республики Абхазия должно дать разрешение на демонтаж аварийного потолка. И сейчас мы этим вопросом занимаемся. И взаимодействуем с администрацией города Гагра. Если получится в этом году, мы там сделаем кровлю и просто приведем его в порядок. Благоустроим эту станцию, лавочки, фонари. Вот такой план у нас по Гагрибшу. Дальше Псырцха и потом уже Келасур. Лишь станция Гума совсем недавно получила новую жизнь. Долгое время серое, заброшенное, грязное, неухоженное место обходили стороной. А сегодня Гума стала арт-площадкой. Здесь проводятся различные мастер-классы, культурные и поэтические вечера. А летом на станции можно даже посмотреть кино на открытом воздухе. На станции работает фудкорт и расположены столики с навесом. По словам Октая Хазириши, есть надежда, что и другие заброшенные станции обретут надлежащий вид и снова будут радовать жителей и гостей республики своим великолепием. Сария Кварацхеля, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. На этом наш выпуск завершен. Следующую программу «Сапшала» проведут мои коллеги. А я с вами прощаюсь. Побольше вам положительных эмоций и хороших новостей. Всего доброго!